Название «Солнце над Сурой» – задумка авторов выставки. Более 2 столетий назад оно светило обычному чувашскому мальчишке Петру. Спустя пару десятилетий он стал талантливым архитектором, которого узнала вся страна. В этом году, в честь дня рождения Петра Егорова, в Ядрине прошел пленэр, который также посвятили и чувашской земле, на которой он вырос. Результат – заполненный самыми разнообразными картинами выставочный зал. В последнее время проводится очень много пленэрных мероприятий разного уровня, разного масштаба, с участием разных маститых, не очень маститых авторов и художников. Но вот этот пленэр – это образец того, каким должен быть пленэр. Илья Петров – студент 4-го курса худобразования. 2-недельный пленэр для него был очень важен. У каждого чему-то учишься, а эмоции и воспоминания до сих пор безумно яркие, делится молодой художник. Я в своих работах же хотел передать ощущения. Вот именно самое первое впечатление от того места, где мы были. Вдохновил в первую очередь этот вечер. Сама работа называется «Незабвенный вечер». Интересно осветило солнце деревья. Вот, мне этот мотив понравился, и я хотел его так передать. 87 картин, 13 авторов. Как бы ни были разнообразны произведения и мотивы написания, объединяет их тема Родины. Блестящая поверхность Суры, одиноко стоящие березки и кажущиеся такими родными деревянные домики так и тянут оказаться на месте художника. Бабушка в чувашском костюме добрым взглядом словно зовет к себе в гости. Картины надолго остаются в памяти посетителей и западают в сердце. Я готовила каталог к этой выставке и видела эти работы все, репродукции по фотографиям. Тут вижу их вживую. Конечно, впечатление очень сильное, очень яркое. Живьем работу видеть. Пленэр прошел в Ядрине, однако, глядя на все эти картины, кажется, что они из разных уголков нашей страны. Портреты, пейзажи и даже натюрморт. Вдохновиться тем, что когда-то так сильно вдохновило авторов этих картин, можно будет в Национальной библиотеке до 9 ноября. Анна Центовская, Игорь Зверев, Республика.